Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Пожарные части Государственной противопожарной службы Якутии находятся практически на всей ее территории. И все же есть наследие, где пожарную безопасность обеспечивают добровольные пожарные команды. Именно о них, о добровольных пожарных командах, их подготовке, оснащении и государственной поддержке наш разговор сегодня с председателем Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности республики Дмитрием Лепчиковым. Дмитрий Николаевич, я вас приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, в начале беседы, сколько в нашей республике населенных пунктов, где созданы такие пожарные команды, как проходит их подготовка, и самое главное, предусмотрено ли для них некое профессиональное обучение? В соответствии с федеральным законом о добровольной пожарной охране, добровольные пожарные, не имеющие специального профессионального образования в области пожарной безопасности, в обязательном порядке должны проходить программы профессиональной подготовки. И на сегодня для наших добровольцев, которые это хотят пройти и повысить свою квалификацию, можно пройти обучение на базе учебного пункта Федеральной противопожарной службы или учебного центра нашего государственного бюджетного учреждения Государственная противопожарная служба и регионального отделения в ВДПО. Хочется отметить, что на сегодняшний день процент прошедших обучения почти достигает 100%. Подскажите, а насколько подразделения добровольной пожарной охраны укомплектованы боевой одеждой и пожарно-техническим вооружением? Ну, на данный момент можно сказать, что на сегодня практически все добровольно-пожарные команды укомплектованы боевой одеждой, пожарно-техническим вооружением и оборудованием. Хочется заметить, что начиная с 2012 года добровольным пожарным командам и дружинам на территории республики была оказана поддержка за счет государственного бюджета в размере более 112 миллионов рублей. И это все за счет государственного бюджета республики. Также ведется работа по оснащению техникой для тушения пожаров. Мы в свое время закупали и передавали добровольно-пожарным командам такие мобильные пожарные установки МПУ-2000, те, которые укомплектованы всеми пожарно-техническим вооружением, имеют там и шансовые инструменты, мотопомпы, пожарные рукава. Также всего на сегодняшний день на вооружении территориальных ДПК на сегодня находится 496 единиц пожарной и приспособленной техники для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ. Ну, как следует из названия, участие в таких дружинах дело сугубо добровольное, но все же какая государственная поддержка оказывается общественным объединением добровольной пожарной охраны? Ну, общественные объединения пожарной охраны, созданные на территории муниципальных районов и городских округов республики, они являются юридическими лицами, что в свою очередь дает им право и возможность получать государственную поддержку, в том числе из бюджета республики. Законом республики о мерах государственной поддержки добровольно-пожарной охраны на территории республики установлено, во-первых, страхование жизни добровольных пожарных, установлены гарантии добровольным пожарным и меры социальной защиты и членов их семей. Также добровольные пожарные, не имеющие специального профессионального образования в области пожарной безопасности, проходят обязательное обучение по программам первоначальной и последующей профессиональной подготовки добровольно-пожарных
в порядке, установленным федеральным законодательством. И вот я говорил, что в наших учебных заведениях они проходят обучение. Также сотрудники, члены добровольно-пожарных имеют право на поступление вне конкурса в противопожарную службу в установленном порядке. Ну и также в случае получения добровольно-пожарными при тушении или проведении аварийно-спасательных работ, спасения людей и имущества при пожарах, увечья либо за заболевания, также за счет государственного бюджета предусмотрены соответствующие пособия. Кроме того, хочется отметить, в соответствии с постановлением правительства Республики Саха-Якутия о мерах государственной поддержки общественных объединений пожарной охраны республики, в рамках нашей программы обеспечения безопасности и жизнедеятельности населения республики на 2020-2024 годы общественным объединениям пожарной охраны предоставляется субсидия из государственного бюджета республики в связи с участием добровольно-пожарного в профилактических мероприятиях или в тушении пожаров. Там исчисляется почасовая работа, и на сегодняшний день эта цифра 245 рублей в час. Ну а также на первом этапе создания данного направления мы предусматривали субсидии на возмещение затрат по созданию территориальных подразделений общественных объединений пожарной охраны. Ну а если говорить о добровольцах в целом, то как бы вы оценили работу добровольных пожарных команд нашего региона? Ну, если брать статистику, по данным Главного управления МЧС по республике Саха-Якутия, в тушении лесных, например, пожаров, добровольные пожарные подразделения приняли участие 328 раз. А также наши члены ДПК принимают участие в проведении превентивных мероприятий по защите населенных пунктов и объектов экономики от природных пожаров. В 2020 году подразделениями добровольно-пожарной охраны самостоятельно было ликвидировано 35 пожаров. Принято участие в качестве дополнительных сил в тушении 48 пожаров. Ими было спасено 7 человек, эвакуировано 16 человек. Добровольцами также проводится работа по профилактике пожаров, пропаганде, распространении знаний. Они очень активно принимают участие в разных акциях, в рейдовых мероприятиях, в семинарах, распространяют листовки, памятки противопожарной направленности. Ну, сейчас эти мероприятия проходят с учетом эпидемиологической обстановки на территории республики. Хочется отметить, что неоценимо важна очень их помощь именно членам добровольно-пожарных команд именно в профилактической нашей работе. На сайте вашего ведомства была информация об успешных проектах социально ориентированных некоммерческих организаций, которые осуществляют деятельность в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, в том числе и добровольных пожарных команд. Если я правильно понимаю, то общественные объединения пожарной охраны тоже могут участвовать и в конкурсах на предоставление грантов. Так ли это? Да, абсолютно верно. Общественные объединения пожарной охраны являются, как я сказал, юридическими лицами, и им дано право участвовать в конкурсах, проводимых и региональными органами исполнительной власти, и федеральными органами исполнительной власти. Например, общественное учреждение пожарной охраны республики, добровольная пожарная команда Хангаласского УЛУСа является победителем конкурса на предоставление грантов президента Российской Федерации на развитие гражданского
общества по направлению охрана окружающей среды и защита животных. Сумма гранта составила более 358 тысяч рублей. Целью данного проекта является профилактика пожарной безопасности в труднодоступных селах Галатского улуса и урок игра для приобщения детей и бережного отношения к природе и окружающей среде. В соответствии с приказом Министерства по делам молодежи проводился конкурс на предоставление грантов главы Республики Саха-Якутия на развитие гражданского общества. Общественное учреждение пожарной охраны ГПК Татинского района с проектом «Застава 112-20» вошло в список победителей предоставления грантов главы на развитие гражданского общества по направлению охраны окружающей среды и защита животных. Сумма гранта при этом составила более 630 тысяч рублей. Успехи общественных объединений в 2020 году показывают реальность получения грантов федеральных и республиканских конкурсах, в связи с чем Государственный комитет постоянно проводит работу, и мы по мере возможности мы оказываем всю методическую и консультационную помощь. Ну а если кто-то из жителей нашей республики, посмотрев, к примеру, наше с вами интервью, решит вступить в ряды добровольных пожарных, то как это можно сделать и куда нужно обращаться? Ну, мы только будем рады, и гражданин, изъявивший желание стать членом добровольной пожарной охраны, просто подает соответствующее общественное учреждение заявление с просьбой о приеме в добровольные пожарные, предоставляет обязательно медицинскую справку, подтверждающую ее способность по состоянию здоровья исполнять обязанности добровольного пожарного. Рассмотрение документов и принятие решения о его приеме в добровольные пожарные осуществляется в соответствии с порядком, определенным уставом данного общественного учреждения пожарной охраны. Заявление о включении в сводный реестр добровольно-пожарных, копию решения о принятии гражданина в добровольные пожарные направляется руководителем соответствующего общественного учреждения пожарной охраны в Главном управлении МЧС по Республике Саха-Якутия для включения в общий реестр гражданина в сводный реестр добровольно-пожарных членов добровольной пожарной охраны на той или иной территории нашей республики. Дмитрий Николаевич, я благодарю вас за эту беседу и очень надеюсь, что озвученная информация заинтересует все-таки молодых людей, готовых работать в добровольных пожарных командах. Всего вам доброго. Спасибо вам. Это была программа «Актуальное интервью». Мы о добровольных пожарных командах, их подготовке, оснащении и государственной поддержке. Мы говорили сегодня с председателем Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности республики Дмитрием Лепчиковым. Берегите себя и своих близких, носите маски, соблюдайте дистанцию в общественных местах и обязательно дезинфицируйте руки.